Bay Betty bir bardak karşı gelirler. Onlar iki svatu sirik pek buluşurlar. Filcan ardına durmadan buyururlar. Hiç sağda da bakmırlar, rahat rahat konuşurlar. Svatelerse onları her yerde ararlar. Söylene bir türlü bulurlar. Ama svatuların kafasına rakıcık çıkmış. Koşulunca müzika onları da oynatmış. Siz de yamanın onlara svateler. Ya bak nice yalvarırlar svatular. Hadi Svatular svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Svatular svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Hiç küsmeyin onlara, saygılı svateler. İçgüllü adamlar biraz uşaklara benzerler. Filcan ardına durmadan buyurdular. Hiç sağda da bakmadılar, rahat rahat konuştular. Siz de onları görüp şaşıp da kaldınız. Söylene onlara yaklaştınız. Ama svatuların kafasına rakıcık çıkmış. Koşulunca müzik onları da oynatmış. Siz de yamanın onlara svateler. Ya bak nice yalvarırlar svatular. Svatular svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Svatular svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Svateler şen oynayın. Bir kere bu dünyaya geliriz, bunu anlayın. Hiç kavga etmeyin, ara edin tekçe. Yerinden oynasın, atlayın delice. Vay sizi svatular. А просыпаемся мы на самом деле с хорошим настроением, потому что сейчас в этой части программы у нас по традиции гости. Гости интересные, тема тоже интересная. Мы знаем, что в Кишиневе в последнее время проходит фестиваль «Хрустальная жемчужина». «Crystal Pearl» так и называется, где принимает очень много наших талантливых детей из Гагаузии, из юга Молдовы. С очередной наградой приехала к нам обладательница супер-гран-при фестиваля «Хрустальная жемчужина» Ангелина Узун. Ранее мы с ней уже знакомились, о достижениях тоже говорили, о первых достижениях. И вместе с нами, конечно, свое доброе утро начинает заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманджи. Доброе утро. Доброе утро. Будем говорить на русском языке, да. Из уважения к Ангелине. Доброе утро, Ангелина. Доброе утро. Как настроение? У меня очень хорошее настроение. Поделишься? Наши гости из Чедерлунги, из села Гайдар. Ангелина из Гайдар. Ну,
Коль вместе, значит, объединяет данный союз, творческий союз, объединяет какие-то работы совместные, да? Да. С фестиваля Crystal Pearl я знаю, что награды некоторые красуются у нас на нашем столе, да? И Да. дипломы тоже. Наверное, Валентин, все-таки дадим нашей маленькой гости Да, пусть Ангелина расскажет, рассказать. как Ангелина, готовилась, как прошел конкурс, результаты. ваше участие, в каких номинациях и за что получили награду? Я участвовала в 3 номинациях. Это был 3-й международный конкурс-фестиваль, который проводился вот в Кишиневе. Первая номинация – это художники. Я представляла свои несколько работ. Первая работа – это карандашная графика. Так, ваши работы у нас здесь сейчас. Вот я Подержите, покажите, пусть наши операторы тоже их заснимут. Так, в отдельности, чтобы увидеть портреты. 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 Ангелина, вы учитесь в художественной школе? Нет, я в художественной школе не учусь, я дома учусь, я самоучка. Так, и тем не менее у вас неплохо получается. Это я еще только учусь. Также я рисовала на холсте разноцветные цветы. Я их самих представляла. Также у меня есть вот такой вот пион акрилом. Так как сейчас пришла весна, и мне пришло вдохновение нарисовать какие-то цветы. Вот я сначала нарисовала вот этот пион, а потом я еще захотела нарисовать что-то необычное. Необычное это что? Необычное это вот эти вот цветы, про которые я уже рассказывала. А сколько ваших работ в художественной номинации приняли участие? Несколько работ. Вот эти вот 2 работы. Так, Сами эти 2 разноцветные цветы. так, и пион. Вот этот пион. А также Мы подержим еще немножечко. вот такая вот свечка. Ага, замечательно. Есть награда? Да, с этими работами я выиграла 1 место. Так, я знаю, что у вас еще вы являетесь супер-гран-при обладательницей. Да. За что? Я на вокальном я исполняла 2 песни. Я решила представить свое село, и поэтому я исполняла свою авторскую песню «Буюрн Хайдара». С ней я заняла гран-при. Гран-при. Ой, супер-гран-при. Так, супер-гран-при. Буюрун Хайдара, кто является автором? Текст музыку писал? песни Ольга Ивогла, музыка Федор Гайдаржи. То есть вы сотрудничаете с нашими гагаузскими писателями Да. и композиторами. Да. Эта песня, она родилась к этому фестивалю? Или она ранее была уже авторской вашей работой? Уже было ранее, чуть-чуть ранее. Да, Коль, о песне вы сказали, вы также подготовили это выступление на сцене, да? Да. Мы сейчас на это выступление посмотрим в национальном костюме, правильно понимаю? Да. Должна была быть песня исполнена. Ну, давайте посмотрим. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Также я хочу поблагодарить Ольгу Ивогла и Федора Гайдаржи за то, что они написали мне такую прекрасную песню. Где вы ее еще исполняли? Еще я ее пела у себя в селе на разных мероприятиях. Это призыв и приглашение. Да, приглашение, чтобы к нам приезжало больше людей в Гайдары. А чем это Гайдары так славятся и почему в ваше село должны приезжать? Потому что у нас в Гайдарах всегда очень красиво. Также у нас недавно открылся музей. В Гайдарах еще проходит фестиваль. Ковров. Да, Да, ковров, фестиваль ковров. В августе месяце, конечно, когда съезжаются не только жители Гагаузии и Но коллективы, еще да? и туристы приезжают, да. Совершенно верно. А еще у вас коллектив Чанджаз, да, функционирует, который является визитной карточкой Гагаузии. Ну, конечно, стоит в Гайдары приезжать и стоит гостить. В этой же номинации, в вокале, как и вы ранее сказали, исполнили песню еще одну. Да, вторую песню. Это песня Валентина Арманджи «Гагауз Ерим». С ней я выиграла гран-при. Поздравляем! Спасибо. Столько наград. Наверное, немножечко дадим слово Валентину. Валентин, как получилось так, что заметили Ангелину и вот сейчас работаете с юным талантом? Я Ангелину как заметил, мне отправили ее выступление. Она заняла песни, которые я написал когда-то для Ани Драгу. «Солнечная Гагаузия», но гагаузская версия на гагаузском языке. Там немного измененная была аранжировка вступления, потому что более балканическое вступление, потому что на конкурсе это работает. И такое решение было. Вот. И мне очень стало приятно, что Ангелина этой песней заняла гран-при в Греции, а потом в Дубае первое место и в Бельцах гран-при. И для меня, как автора этой песни, конечно, очень важно, потому что до этого Анна Драгу тоже гагаузская версия 4 раза гран-при заняла и несколько раз первое место «Солнечная Гагаузия» на русском языке. Вот. И потом нас познакомила Наталья Кисеева, она мой очень хороший друг и коллега, и, кстати, мы с ней родственники. Она очень поддерживает меня, и она познакомила меня с семьей Ангелины. И как раз вот мы выпустили с Людмилой Тукан новый дуэт «Гагауз Ерим» на гагаузском языке. И им очень понравилась эта песня, и вот мы решили поработать над этой песней, чтобы эту песню представить в Кишиневе на этом престижном конкурсе. И я начал заниматься с Ангелиной, готовить ее к этому конкурсу. И, конечно, большой респект к маме Татьяне, которая действительно вложила столько усилий. Это очень большой труд, когда ты веришь ребенка, вдохновляешь ребенка, поддерживаешь. И вот совместными усилиями, с Божьей помощью, Ангелина этой песни заняла гран-при. И для меня это очень большой подарок. Вот. И поэтому я очень рад, что мои песни столь высокие места занимают в разных странах, что оценивает эти песни профессиональное жюри. И таким же образом и мы узнаем, что у нас в Гагаузии очень талантливые дети, которых надо продвигать. Я думаю, что с Божьей помощью будут авторские песни. Я буду работать с Ангелиной. Есть уже готовые песни, но будем обсуждать. И надо продвигать таких детей, потому что Гагаузия должна гордиться такими талантами. Валентин, я знаю, что «Гагауз Ерим», как вот вы сказали, с Людмилой Тукан, это ваша дуэтная работа. 4-я дуэтная работа. 4-я. Но вы еще вместе не исполнили. Да, мы записали песню. Впервые ее исполнила Людмила Тукан в Москве в ресторане «Посейдон» несколько раз и в другом тоже заведении. А здесь, в Кирсово, 7 марта, я выступал тоже с этой песней сольно. Вот, и я с Людмилой решил вопрос, что вот есть такая идея, чтобы девочка представляла эту песню в Кишиневе. Она говорит, я не против. Для меня важно, чтобы наша песня жила, чтобы больше людей ее услышали. И она, и я, мы очень горды, что наша новинка столь высокое место заняла в Кишиневе именно на родном языке.
Когда же все-таки услышим в вашем совместной работе, совместное звучание двух сильных голосов? Да, вот я думаю, что Людмила Тукан скоро приедет, может быть, и клип снимем на эту песню. Вот. И так как она живет в России, мы редко видимся, и не всегда совпадает, что, может, меня нету здесь, чтобы мы вместе исполнили что-то дуэтное. Но я думаю, что, может быть, на День вина, может быть, на фестиваль ковров, если пригласят, то мы эту песню с удовольствием исполним. Ну, ждем тогда в этом году, конечно же, что все-таки звезды сойдутся, и эта дуэтная работа, она выйдет в исполнении вашем и Людмилы Тукан. И тем не менее, говорят, когда дети подхватывают либо какую-либо речь, либо слово от взрослых, если еще и творческую работу несут, значит, это плодоносно. Я думаю, что тоже эта композиция также будет известна и займет свое место в сердцах ваших поклонников, наших зрителей, телезрителей. Но, Ангелина, с этой песней впервые вышли на сцену, да, в Гаузире? А что вы чувствуете, когда исполняете патриотическую песню? Когда я исполняю патриотическую песню, я чувствую... Гордость? Гордость. Я чувствую гордость, что вот я рассказываю про свою страну, я рассказываю про свое село, чтобы все приезжали ко мне, к нам в село. Эту композицию в каком костюме исполнили? Эту композицию я исполнила в народном костюме, который мой собственный. Угу. Народный костюм, он что дает, когда вы надеваете его? Все-таки это... Он еще больше дает гордости. И силы, наверное, придает, да. еще если еще и патриотическую песню исполняешь. Да, подчеркивает патриотизм самой вместе песни. Разработали данный образ? Они показали мне несколько вариантов, и я предложил вот именно в этом костюме. Вот, поэтому и костюму, вообще все костюмы очень к лицу. Ангелина очень красивая девочка, милая. И обаяние – это тоже очень большой плюс для артиста. Вот, поэтому все, что она одевает, все сделано со вкусом. И самое главное, она умеет носить этот костюм. И, кстати, хочу поблагодарить авторов аранжировки этой песни Василия Драгана и Диониса Ясюка из Москвы, которые работали над аранжировкой песни «Гагаузы и Рим». Это наша общая победа, и я думаю, что им очень тоже приятно, что столь высокую награду получила наша композиция. Давайте все-таки послушаем эту песню. Я еще тоже не слышала, как она звучит в исполнении Ангелины Узун. Сейчас мы послушаем новую композицию автора Валентина Орманжи и с Людмилой Тукан. Они подготовили этот номер, но сейчас исполнит Ангелина. Thank you.
Как красиво, когда звучит в устах ребенка песня патриотическая о родной земле. Ангелина, тут на нашем столе столько дипломов, я вот сейчас никак не разберу, какой диплом, за что. Наверное, вы сами покажете, расскажете, да? Вот это... За эту песню, вот «Гагауз Ерим». Да, это вот Гагауз Ерим, диплом и кубок. И кубок. Да. Гран-при. Гран-при. Вот. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить авторов аранжировки Диониса Ясюка и Василия Драгана и Людмилу Тукан, потому что это наша совместная работа. И значит, мы ее сделали правильно, профессионально, что она понравилась Ангелине, ее семье. И вот они выбрали эту песню, чтобы ее представить на конкурсе. Поэтому я как автор слов и музыки тоже очень горд. И я надеюсь, что это наше начало только. И будут авторские песни. И еще многие узнают о Алине, Ангелине. И в других странах будем представлять Гагаузию еще. Поздравляем. Поздравляем. Я автора и исполнительницу. И Супер Гран-при также было за песню. Супер Гран-при вот было за мою авторскую песню «Байрун Хайдара». Также я еще раз хочу поблагодарить Ольгу Ивогла и Федора Гайдаржи за то, что они написали такую красивую песню. И еще Оксану Панаитову за поддержку, за то, что она поддерживала и верила в меня. Но когда команда сильная, тогда и результаты отличные. Да, я тоже хочу поблагодарить Ольгу Ивоглу, потому что она всех поддерживает, и она действительно очень отзывчивый человек, и она всегда поддерживает. Я всегда делюсь с ней со всеми песнями. Вот, поэтому и рад, что мы с Ольгой познакомились в России, а потом через меня Оля познакомилась с многими артистами, и появилось очень много замечательных композиций. Я думаю, что и дальше будут появляться новые песни. Таким образом мы будем дальше продвигать культуру Гагаузии. Это очень важно. Ранее вы сказали, что солнечная Гагаузия, она принесла награды и Анечке Драгу нашей, известной звездочке, и Ангелине. А вот эти награды, вот они за что? Кубки все эти на нашем столе. Вот этот кубок, опять же, за солнечную Гагаузию Гран-при. Это где ты заняла? Это я заняла в Бельцах в декабре 23 года. Так. Это уже вот из Дубая первое место солнечной Гагаузии. Напомни, пожалуйста, в Дубае на каком языке исполнила? В Дубае, как и в Бельцах, и как и в Греции, я солнечную Гагаузию исполняла на своем родном гагаузском языке. Гюнешли Гагаузия – это версия на гагаузском. Я написал после того, как прославилась песня на русском языке. Я предложил семье Ани Драгу написать на гагаузском и не прогадал. И эта песня действительно за год заняла 4 раза гран-при, а также гран-при в конкурсе «Золотое яблоко» в Кишиневе. Это также ваша награда, Валентин. Я вижу, с какой гордостью вы об этом говорите. Конечно, для меня как автора очень важно, что такие талантливые дети исполняют мои песни и приносят такие награды высокие. Песня живет, это самое главное для автора. Действительно. Ангелина, а вам вот чем понравилась песня «Солнечная Гагаузия»? Мне понравилась песня «Солнечная Гагаузия» тем, что она про мою родину, про мою Гагаузию, что она такая веселая, красивая, что я могу ее с гордостью петь. Тоже в национальном костюме исполняли? Да, на в сцене? национальном костюме. Тут дипломы еще откуда? Вот этот вот кубок сам из Греции тоже. И в Греции тоже «Солнечную Гагаузию» исполняли? Да. Вот в Кишиневе. Так. Значит, республиканский международный уровень уже покоряли с «Солнечной Гагаузией». Да. А как вообще живая публика вот встречает вас и воспринимает вот песни на гагаузском языке? Ведь в Дубае о гагаузском, наверное, не знают, да?
в Греции, может, слышали, но вот в исполнении ребенка еще и на гагаузском языке, это каково? Я не знаю, но когда я выходила постоянно на сцену с солнечной Гагаузией на гагаузском языке, то мне постоянно все хлопали, говорили «Браво, молодец». Меня даже в Греции один раз, когда я выступала, по национальному костюму узнали потом. Мы когда с папой, я была там в Греции, я была в национальном костюме. И один, когда проходил, он такой говорит, один грек, когда проходил, он говорит, это же та из Гагаузии, которая... Видите, То как есть- приятно, да. То есть гагаузов Узнаваемость уже. узнают, да? Да. Значит, в Греции, конечно, не в первый раз звучат композиции. Да, и вообще я гагаузском считаю, языке? что у музыки нет языка. Мы же тоже, когда в советское время слушали итальянские песни на английском, мы не понимали, но важно голос, подача, сама музыка, энергия в песне. Вот это трогает сердца. Поэтому очень важно, что наша маленькая автономия уже становится такой известной во всем мире, потому что такие талантливые дети представляют нашу Гагаузию на таких престижных конкурсах. Также я хочу поблагодарить Валентина Арманжи и Анну Драгу за то, что они разрешили мне исполнять песню «Солнечная Гагаузия», за то, что верили в меня. Ну, верили и в надежные руки передали песню. Да, или и, в уста- и в переживали, уста, чтобы ты выиграла. Поддерживали меня. Но если была возможность, конечно, почему бы нет? Вы правильно сказали, Валентин, что важно, чтобы песня жила. Да, да. В этом и есть продолжение. Ну, о планах своих скажете, Ангелина? В ближайшем будущем планируете еще где-то принимать участие? Над чем работаете? Да, я бы хотела еще в дальнейшем принимать участие в различных конкурсах, фестивалях и так далее. Вам это нравится? Это у вас хобби или это уже работа? Но это уже как идет больше работа как-то так. Да, вот расскажи, куда пригласили тебя в ближайшее время? Также в ближайшее время меня пригласили снова в Грецию с сертификатом летом в июне или в июле, а также на «Кристальной жемчужине» мне опять дали сертификат в Дубай. Второй раз уже в Второй- Дубае. Готовите новые номера? Ну да, Или думаю. будете работать над этим? Да, будем еще работать. Замечательно. В союзе с Валентином или как? Ну, мы решим. Есть материал, есть, поэтому Есть предложение? да, пообщаемся, решим. Потому что для нас главное, чтобы на высоком уровне представить, потому что планку не надо занижать, только вперед. Еще я хочу очень сильно поблагодарить президента этого фестиваля Вапа World Армандо Гукасян и директора Наталья Красненчук. За Спасибо, то, что никого они не меня забыли. всегда приглашают. Я думаю, что приглашения еще у вас будут. Вам, конечно же, желаю удачно съездить в Грецию, и в Спасибо Дубай. большое. И так как прославляете и свой народ, и нашу культуру, вам только зеленый свет посветит. Спасибо большое. Валентин, ну и, конечно, не могу спросить у вас, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь и какие планы вообще на этот 4-й год? После небольшой паузы я вновь готовлю 2 сольные песни. Одна будет на русском языке и одна на гагаузском. Очень интересная такая композиция, потому что около 4 лет я сольно ничего не выпускал. Вот. В этом году первый дуэт у нас появился с Людмилой Тукан. Дальше есть работы, 2 песни готовит Дмитрий Кадын. Я написал ему 2 новые песни. Одна веселая песня тоже я написал для Никиты Панаитова. Потом есть девочка начинающая Юлия Азимова. Тоже готовит одну песню мою авторскую. Также есть еще новые дети, которых я хочу представить. То есть работы много есть. С Божьей помощью, я думаю, все это реализуется в свое время. Надеюсь, что и с Ангелиной мы сделаем что-нибудь интересное и удивим нашу публику. Ну, желаю вам творческих успехов. Спасибо. Знаете, что радует? Что вы вернулись
творческую деятельность. Радует то, что поддерживаете юные таланты и сотрудничаете с ними. Ну и, конечно же, это своего рода, свои плоды приносит и вас также радует. Да, самое главное любого артиста оставить за собой яркий след. Никто не вечен на этой земле, но нас когда-то не будет, но наше творчество с Божьей помощью будет жить. Эти песни будут жить, и их будут перепевать новые артисты в новых каких-то направлениях. Это самое главное. А мы должны делать свою работу на совесть, от души, потому что когда человек все делает от души и с любовью, это всегда будет жить и приносить радость слушателям. Вам неиссякаемого творческого потенциала. Творите, ну и только вперед. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Хочу напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами этим добрым утром были гости из города Чедарлунга и села Гайдары. А вместе с нами был заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманджи и Ангелина Узун, обладательница гран-при фестиваля «Кристалл Перл». Гостей провожаем, а программа продолжается.